Здравствуйте, дорогие друзья! Я Андрей и моя незаменимая помощница Лисичка Ривиськи. Снова с вами в школе мордовских языков. Ребята, здравствуйте! И мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие в волшебную страну эрзянского языка. Друзья, послушайте эрзянские пословицы, которые я подготовила специально для вас. И угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Сы апрелесь, як шамоду и ляпеле. Апрель подходит, мороза не бойся. Пелят кизень псичиде, а ярс от кшиде. Летом жарких дней боишься, зимой хлеба не наешься. Тундусь мазый тетя куросу, кизась сюросу. Весна красна цветами, лето хлебами. Верно, ребята. В этих пословицах говорится о теплых временах года, весне и лете. Сегодняшнее наше занятие завершает цикл уроков о временах года, и его тема «Тундось де кизань самусь» – весна и приход лета. Весна – это удивительная пора. Еще достаточно холодно, и земля еще не до конца проснулась от зимнего сна. Но в воздухе уже чувствуется неповторимый аромат, свойственный только весне. Ребята, по-эрзянски весна – это тундо. И по традиции мы назовем вместе с вами весенние месяцы на эрзянском языке. Лисичка, поможешь нам? С большим удовольствием! Эйсюрков – март, Чадыков – апрель, Панжиков – май. Ребята, свои названия весенние месяцы получили не случайно. Каждый из них отражает какой-либо признак весны. Так, Эйзюрков, март – это месяц сосулек. И правда, в марте начинают таять снег, и под теплыми солнечными лучами с крыш домов начинают свисать сосульки. Чадыков – апрель – это месяц половодья. В это время начинает трескаться лед на речках, вода выходит из берегов и начинается половодье. Панжиков, май – это месяц цветения, когда все вокруг зеленеет. На деревьях распускаются почки, начинают цвести черемуха, яблони и другие деревья и кустарники. Молодые листочки и цветы радуются солнцу и распускают навстречу ему свои лепестки. Именно весной радостно начинают петь птицы, а весенний дождь уже не такой мрачный, как осенью. Ребята, назовем вместе с вами слова, которые ярко характеризуют весну. Чи – солнце, эждемс – греть, соломс – таять, чувто – дерево, пургундакс – почка, пиже – зеленый, пижелгадомс – зеленеть, тетя – цветок, панжомс – цвести. Молодцы, ребята! После весны наступает лето. Это пора созревания растений, роскоши и аромата прекрасных цветов, теплых вечеров, прогулок по парку. Как же будет звучать лето на эрзянском языке? Кизе. Хорошо. А как будет звучать по-эрзянски название летних месяцев? Лисичка, назовешь ребятам? Конечно. Аштемков – июнь, Медьков – июль, Умарьков – август. Ребята, эрзянское название Аштемков – июнь получил от слова «аштемс» – «стоять, находиться». Так, к этому времени в древности полевые работы завершались, а заготовка сена была еще не скоро. Поэтому древняя мордва могла заниматься домашними делами, то есть находилась дома. Медьков – июль дословно переводится как месяц меда, а Умарьков – август как месяц яблок. Думаю, ребята уже сами поняли, почему наши древние предки их так назвали. Молодцы, ребята! Лето – это пение птиц с раннего утра до позднего вечера. Это утренняя роса, капли которой смотрятся словно маленькие очаровательные кристаллики. Ребята, назовем слова-признаки на эрзянском языке, которые характеризуют это время года. Лембе – теплый, пси – жаркий, опаня – душный,
Экше прохладный, Кувака длинный, Нурькине короткий. Все верно, друзья. Нередко летом мы можем услышать грохот грома, увидеть яркую молнию. После него начинает лить летний дождь. Назовем вместе с вами природные явления на ерзянском языке. Пиземе дождь, Йондол молния, Пургине гром, Тярахман град, Пургине мартопиземе гроза. После теплого летнего дождя на миг появляется красивая радуга на небе. Пиземе чирьке. Молодцы, ребята! Однако наш урок подходит к концу. Мы сегодня славно потрудились. Выучили ерзянские слова, называющие весенние и летние месяцы, слова-признаки, характеризующие эти времена года с разных сторон. А еще явления природы. Друзья, я очень надеюсь, что наши уроки заинтересовали вас, и вы полюбили чистый и мелодичный ерзянский язык. До свидания, ребята! Вас то мазонок! Не емазанок, вечкевикс ялгат, уледиш шумбрат.